В Якутске может появиться туристический объект для любителей экстремального отдыха. О чем идет речь, расскажет Дмитрий Тымыров. Шахта Шергина на сегодня является научно-историческим памятником мирового уровня. В 2017 году она получила статус объекта культурного наследия России. Колодец купца Федора Шергина или Шергинская шахта имеет большое историческое значение для изучения вечной мерзлоты в северном полушарии и является уникальным памятником истории, не имеющим аналогов на территории нашей страны. Эта шахта Шергина, она была начата в 1827 году как просто колодец для поиска воды. Да. Но от того, что у нас здесь мерзлота, получилось так, что не дошли до воды. В 1837 году закончилось. Ну, когда оказалось, что воды нету, то Шергин вначале бросил это дело. Но Медендорф, как с научной точки зрения, сказал, что это очень ценная вещь, и давайте продолжайте копать. Глубина шахты составляет 116 метров. Сегодня состоялось знаменательное событие. Внутрь шахты спустился человек, который не имеет специальной подготовки. Это представитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов. Ранее в шахту спускались только альпинисты и сотрудники МЧС. Мы спустились не глубоко, на 2 пролета. Там уже вечная мерзлота, но это как ее не то чтобы видно. Там просто виден лед, нависающий в том числе сверху, да. Но это как раз то место, куда мы спустились, это там, где, собственно, закончились первые освоения этой шахты. В будущем данный объект, возможно, может стать еще одним туристическим объектом столицы. Сейчас этот вопрос решается, и об этом станет известно уже в ближайшие годы. Что мы предлагаем в АПИХ, наше городское отделение, расчистить эту территорию и открыть шахту Шергина для более такого, будем говорить, широкого, чтобы людям хотя бы могли подойти к этому домику. Вниз спускаться очень опасно, но до отметки минус 20 наверняка можно будет при специальной подготовке специалистов кого-то опускать, спускать, но не более того. Согласно проекту, здесь планируется полностью благоустроить прилегающую территорию, в том числе и здание бывшего военного училища. Тогда в столице царства вечной мерзлоты появится еще одно место притяжения туристов со всего мира. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск.